В нотариальной конторе стояла невыносимая духота, а спертый воздух пах пылью старых ветхих бумаг. Я сидел на твердом, как камень, стуле и от нервного напряжения чувствовал, как на ладонях выступает липкая испарина. Рядом со мной в таком же неудобном стуле сидела Елена, моя старшая сестра. Как всегда, она была безупречна, дорогой деловой костюм сидел на ней идеально, маникюр был свежим и безукоризненным. Лена выглядела так, будто заскочила сюда на 5 минут между важными деловыми встречами, а не на оглашение завещания родного деда. Она с полным безразличием листала ленту в телефоне, лишь изредка бросая на пожилого нотариуса взгляд очень занятого человека, которому жаль тратить свое драгоценное время на подобные формальности. Я же нервно крутил в руках ремешок своей старой потертой сумки. Мне 34 года, но рядом с ней такой успешный, уверенный в себе и всегда на шаг впереди, я все так же чувствовал себя маленьким, неуклюжим мальчиком. Моя работа в районном архиве не приносила большого дохода, но я искренне любил свое дело. Эту тихую возню со старыми документами и чужими судьбами. Правда, все вокруг, и особенно Лена, считали мою профессию чем-то незначительным, пыльной и бесперспективной работой. Она, трудясь в крупной IT-компании, ежемесячно зарабатывала в десятки раз больше меня. Пожилой нотариус в роговых очках откашлялся, привлекая наше внимание, и с шелестом раскрыл толстую папку с документами. В маленькой комнате стало еще тише. Так тихо, что я услышал мерное, убаюкивающее тиканье старинных часов на стене. Время будто замедлилось, каждая секунда растягивалась в вечность. Мне вспомнились слова деда, которые он как-то сказал мне в детстве. Самые важные решения в жизни принимаются в тишине. И вот сейчас, в этой оглушающей тишине, должно было решиться мое будущее. Нотариус своим монотонным, безжизненным голосом начал зачитывать завещание Николая Ивановича Морозова. Его голос эхом разносился по небольшому двухкомнатному кабинету, отскакивая от стен, заставленных стеллажами с папками. Двухкомнатная квартира на улице Центральной, дом 27, квартира 43, вместе со всей мебелью и вещами, наследуется внучке Елене Викторовне, произнес он, не меняя интонации. Лена даже не подняла взгляда от телефона. Казалось, она ни секунды не сомневалась, что именно она станет обладательницей самой ценной части наследства. Ее лицо оставалось абсолютно спокойным и невозмутимым, словно речь шла о покупке новой пары туфель, а не о квартире в центре города. Я почувствовал знакомую ноющую боль в груди. Все как всегда. Сначала Лена. Она всегда и во всем была первой. Ей всегда доставалось все самое лучшее. В школе она блистала успехами, была отличницей и активисткой, затем с легкостью поступила в престижный вуз, вышла замуж за успешного бизнесмена. У нее была красивая квартира, дорогая машина, модная одежда. А я, ее младший брат, всегда оставался в тени, тихий и незаметный. Нотариус перевернул страницу и продолжил тем же бесцветным голосом. Дом в деревне Сосновка со всеми постройками, хозяйственными сооружениями и земельным участком размером 12 соток завещаю внуку Алексею Викторовичу. Я вздрогнул от неожиданности. Этот дом в деревне, тот самый покосившийся домик, где дедушка провел последние годы своей жизни. Я помнил его очень смутно, по паре коротких визитов в глубоком детстве. Уже тогда, много лет назад, мне казалось, что этот дом вот-вот развалится от старости. Стены были покрыты облупившейся, выцветшей краской, крыша местами заметно протекала, а во дворе, насколько я помнил, росли одни сорняки и крапива. Лена, наконец, оторвала взгляд от своего телефона и с легкой снисходительной усмешкой посмотрела на меня. «Что ж, Леша, хоть что-то тебе досталось», – произнесла она. «Правда, не знаю, что ты собираешься делать с этой развалюхой. Может, снести и продать участок под дачу?» Я промолчал. Слова застряли в горле, я просто не смог ей ничего ответить.
Неужели дедушка действительно так ко мне относился? Неужели он тоже считал меня неудачником, которому и старый разваливающийся дом – непозволительная роскошь? К горлу подкатил горячий комок, захотелось заплакать от обиды и бессилия, но я сдержался. Только не при ней. Не здесь, в этом холодном офисе нотариуса, который теперь смотрел на меня с нескрываемым легким сочувствием. Нотариус продолжал что-то зачитывать, перечисляя различные формальности и условия, но я слушал его уже вполуха, все еще не в силах поверить в реальность происходящего. Дедушка всегда был таким справедливым, рассудительным человеком. Почему же он так несправедливо разделил наследство? Наконец, все формальности подошли к концу. Нотариус передал каждому из нас документы и ключи. Лена быстро, деловито подписала все бумаги, небрежно сунула ключи в свою дорогую сумочку и решительно встала. Ее движения были резкими и выверенными, как у человека, который ценит каждую секунду. «Мне пора. У меня встреча с клиентами», – бросила она, даже не глядя на меня. «Созвонимся как-нибудь». «А ты не расстраивайся слишком сильно, все-таки хоть что-то, да получил», – добавила она на ходу и вышла, оставив после себя легкий шлейф дорогих французских духов. Я еще долго сидел в опустевшем кабинете, неподвижно сжимая в руке ключи от деревенского дома. Они были тяжелыми, железными, с заметной ржавчиной по краям, старомодные, с длинными фигурными стержнями. Они совсем не походили на те изящные современные ключики от городской квартиры, которые только что получила Лена. Выйдя на улицу, я увидел Марину, мою девушку. Она стояла рядом с нашей старенькой подержанной машиной и нетерпеливо курила, то и дело поглядывая на часы. На ее лице было написано откровенное раздражение. Когда я, наконец, вышел из офиса, она тут же бросила почти целую сигарету на асфальт и с силой раздавила ее носком ботинка. «Ну что там, что тебе досталось?» – спросила она без всяких предисловий, даже не поздоровавшись. «Надеюсь, хоть что-то стоящее». Я молча стоял на месте, не в силах сразу выговорить ни слова, а затем медленно поведал ей о завещании деда. С каждым моим словом ее лицо становилось все мрачнее и злее. Когда я закончил, она несколько секунд молчала, глядя на меня в упор, а потом внезапно со всей силы ударила кулаком по капоту нашей машины. Жестянка отозвалась гулким жалобным звуком. «Дом в деревне? Ты это всерьез, Лёша? Опять все испортил. Твоя сестра получает квартиру в центре города, которая стоит не меньше 10 миллионов, а у тебя какая-то полусгнившая хибарка». Я вздрогнул от ее резкости. Марина редко бывала со мной груба, но в последнее время стала какой-то дерганой и раздражительной, особенно когда речь заходила о деньгах. «Я ничего не выбирал, дед сам так решил», – попытался я оправдаться, чувствуя, как предательски дрожит голос. «А ты не мог как-то повлиять? Показать ему, что ты достоин лучшего? Поговорить, объяснить ситуацию? Нет. Ты же у нас тихий мечтатель. Вечно в стороне, ни на что не способен. Даже нормальное наследство получить не умеешь». Ее слова больно хлестали по душе, и у меня на глаза навернулись слезы. 7 лет брака, а она разговаривает со мной так, будто я ей совершенно чужой. «Марин, пожалуйста, не кричи. Люди смотрят», – тихо сказал я, оглядываясь по сторонам на редких прохожих. «Может, что-то придумаем с этим домом?» «Что придумать? Что можно придумать с развалюхой посреди глухой деревни? За нее даже 100 тысяч никто не даст. А если и дадут, то только за участок, а сам дом придется сносить», – отрезала она. Марина резко села в машину и с такой силой хлопнула дверью, что задребезжали стекла. Всю дорогу домой она молчала, лишь иногда что-то сердито бормоча себе под нос. А я смотрел в окно на проплывающие мимо дома и думал о дедушке. Николай Иванович был человеком сдержанным и немногословным. Вся его жизнь прошла в тяжелой работе. Сначала он был трактористом в местном колхозе, а потом стал машинистом на железной дороге.
После выхода на пенсию он неожиданно для всех продал свою городскую квартирку и переехал в деревню Сосновка, объясняя это тем, что в городе ему стало слишком душно, а в селе свежий воздух и, наконец-то, можно пожить для себя. Я вспоминал, как в детстве приезжал к нему на летние каникулы. Дедушка учил меня отличать съедобные грибы от ядовитых, показывал, где в лесу растет самая сладкая земляника и малина, рассказывал о повадках птиц и лесных зверей. Он никогда не кричал на меня и не заставлял делать то, что мне не нравилось, он просто был рядом. Большой, добрый и спокойный. Только в его обществе я по-настоящему ощущал себя нужным и важным. Дедушка часто говорил мне, что я особенный. «Ты не такой, как все, внук», — говорил он, когда мы долгими вечерами сидели на крыльце и смотрели на звезды. «У тебя душа тонкая, ты видишь красоту там, где другие не замечают». В детстве я не до конца понимал эти слова, а теперь они казались мне горькой иронией. Какой же я особенный, если даже собственная жена считает меня никчемным неудачником? Придя домой, Марина тут же включила телевизор на полную громкость и уткнулась в экран, бездумно переключая каналы. Я же отправился на кухню готовить ужин. Пока я чистил картошку, мысли роились в голове. Что же мне теперь делать? Может, и вправду стоит попытаться продать этот дом? Но кто купит старую развалюху в почти заброшенной деревне, где даже дороги в ужасном состоянии? Я знал, что в Сосновке остались всего лишь несколько жителей. В основном глубокие старики, которые доживали свой век. Молодое поколение давно оттуда разъехалось. Там не было ни магазинов, ни аптеки, а почта, кажется, работала всего раз в неделю. Место казалось совершенно забытым Богом и людьми. За ужином Марина молча ела, не отрывая взгляда от телевизора. Я пытался завести разговор о планах на выходные, но она отвечала односложно и неохотно. Наконец она отложила вилку и серьезно, холодно посмотрела на меня. «Знаешь, Лёша, я много размышляла сегодня. Наш брак не складывается, ты не можешь дать мне того, что я ожидаю для полноценной жизни». Мое сердце забилось чаще. «О чем ты говоришь? О чем ты говоришь?» Переспросил я, хотя ледяной комок в животе уже подсказывал ответ. «О том, что мне нужен мужчина, который поможет мне добиться успеха, а не тот, что работает за гроши в архиве и в наследство получает какие-то сараи. Мне 37, Лёша. Я хочу жить достойно, а не считать каждую копейку до зарплаты». Я смотрел на нее, и слова застревали в горле. «Но ты же знала, за кого выходила замуж. Я никогда не притворялся ни богатым, ни успешным. Я всегда был с тобой честен». «Да, знала. И это была моя самая большая ошибка», – холодно отрезала она. «Я все надеялась, что ты станешь более амбициозным, найдешь себе лучшую работу, но ты так и остался тем самым незаметным мышонком, который довольствуется малым». Внутри у меня что-то оборвалось. «И что ты предлагаешь? Развод?» – выдавил я из себя. «Я уже посоветовалась с юристом». Ее голос был ровным и безразличным. «А ты пока можешь пожить у друга. Или в своей любимой деревне». Последние слова она произнесла с такой едкой насмешкой, что я вздрогнул. Она встала и направилась к двери, но я остановил ее. «Подожди», – сказал я дрожащим голосом. «А как же все, что у нас было? 7 лет вместе, наши мечты, наши планы, 7 лет ошибок». Она даже не обернулась. К слову, Лена была права, когда говорила, что ты ей не пара. Она действительно умная женщина, практичная. И тут я все понял. Это была Лена, успешная, красивая, состоятельная. И теперь, с квартирой в центре города, еще более привлекательная. «Ты уходишь к моей сестре», – с трудом выговорил я, чувствуя, как внутри все замирает. «Мы часто общаемся в последнее время», – не стала отрицать Марина. «У нее муж всегда в командировках, ей одиноко».
А мне с ней интересно, у нас похожие взгляды на жизнь, и она понимает, что значит стремиться к лучшему. Я сидел за столом и смотрел на человека, с которым провел 7 лет своей жизни. Неужели это та самая Марина, которая когда-то дарила мне комплименты, приносила цветы в день рождения и обещала быть рядом всегда, в горе и в радости? Теперь она казалась мне чужой, холодной и безжалостной. Словно с ее лица слетела привычная маска. «Собирай вещи», — сказал он безразлично. «Завтра вечером хочу видеть тебя здесь в последний раз. Квартира оформлена на меня, так что проблем не будет». Она ушла, оставив меня одного со стынущим ужином и руинами моей жизни. За один день у меня отобрали все: надежду на достойное наследство, любимую женщину и дом. Осталось лишь старое ветхое строение в заброшенной деревне, о котором я почти ничего не помнил. Ночью я не мог уснуть. Лежал на диване в гостиной, не желая идти в нашу общую спальню. Мысли роились в голове. Мне 34 года. Что у меня есть? Работа, которую никто не ценит. Женщина, предавшая меня с моей же родной сестрой. Сестра, которая всегда считала меня неудачником. И теперь еще этот таинственный, полуразрушенный дом. Вдали от городского шума я пытался вспомнить свое детство и те редкие визиты к деду. Тогда дом казался мне огромным и загадочным, в нем было множество комнат. Старая мебель источала терпкий запах дерева и еще какого-то аромата, который я не мог определить. Дедушка водил меня по комнатам, рассказывая истории о тех, кто когда-то здесь жил. Но это было так давно, что воспоминания превратились в размытую картину прошлого. С утра я начал собирать свои вещи: одежду, книги, несколько дорогих сердцу мелочей и старые фотографии. Все мое имущество уместилось в пару больших чемоданов и спортивную сумку. Столько осталось от нашей совместной жизни длиною в 7 лет. Марина ушла на работу рано, даже не попрощавшись. На кухонном столе лежала записка, написанная ее небрежным почерком: «Ключи от квартиры оставь на тумбочке в прихожей». Не имея другого выбора, я вызвал такси и направился на автовокзал. Близких друзей, у которых можно было бы перекантоваться, у меня не осталось. Марина всегда говорила, что общение с кем-то – это пустая трата времени. Мои родители погибли 10 лет назад в автомобильной аварии. А после вчерашнего разговора с Леной стало ясно, что и сестры у меня больше нет. Единственным прибежищем оставался дедушкин дом в Сосновке. В кассе автовокзала я купил билет на рейсовый автобус, который должен был довезти меня туда с пересадкой в районном центре. Вся дорога должна была занять 3,5 часа. Я сел у окна в старом изношенном автобусе и наблюдал, как город постепенно исчезает из вида. Сначала мелькали высокие дома спальных районов, затем частные дома на окраине, а дальше за окном простирались бескрайние поля и леса. В автобусе было душно, пахло бензином и старой пыльной обивкой сидений. Напротив меня пожилая женщина вязала теплый шарф, ее спицы мелькали в поле зрения. Я ловил на себе ее любопытные взгляды. Видимо, она удивлялась, как молодой горожанин с дорогими чемоданами едет в такую глушь. Рядом со мной дремал мужчина в рабочей одежде, а через проход сидела женщина с маленьким ребенком, который то плакал, то смеялся. Я достал из сумки старую, выцветшую фотографию дедушки и долго всматривался в нее. Николай Иванович улыбался в камеру, держа в руках только что пойманную рыбу. На заднем плане виднелся знакомый дом в Сосновке. Тогда мне было около 12 лет, и именно дедушка научил меня ловить карасей в местном пруду. Это воспоминание было одним из самых ярких моментов моего детства. Тихое утро, туман над водой, терпеливое ожидание поклевки. «Дед», – прошептал я, глядя на фотографию, – «для чего ты оставил мне этот дом? Что я с ним сделаю? О чем ты думал?» Автобус покачивался на ухабах, за окном мелькали сосны и березки, время от времени появлялись маленькие деревушки с покосившимися домами.
Солнце уже клонилось к закату, когда наконец показались первые строения Сосновки. Деревня встретила меня тишиной и полным запустением. Больше половины домов стояли пустыми, с заколоченными досками окнами. На некоторых крышах уже пробивалась трава. На единственной улице не было ни души. Лишь рыжая кошка лениво переходила дорогу, да несколько кур клевали что-то в пыли. Водитель, мужчина в мятой рубашке, помог мне выгрузить тяжелые чемоданы у автобусной остановки и с сочувствием покачал головой. «Далеко нести?» – спросил он. «Тут почти никто не живет. Только…» Он махнул рукой в сторону покосившейся избы. «В том доме баба Марья доживает, да еще пара стариков». «Мне в дом Морозова», – ответил я. «Николая Ивановича». «А, Колю я знал. Он был хорошим человеком, пусть земля ему будет пухом. Его дом находится в самом конце деревни, за Старой Липой. Пешком туда идти около 10 минут», – объяснил водитель. Автобус, пыхнув сизым дымом, уехал, оставив меня одного на разбитой проселочной дороге с 2 чемоданами. Я огляделся, пытаясь сориентироваться. Деревня казалась еще более заброшенной, чем в моих детских воспоминаниях. Вокруг стояли покосившиеся заборы, заросшие бурьяном огороды и развалившиеся сараи. Гнетущая, звенящая тишина нарушалась лишь тихим шорохом ветра в кронах старых деревьев. Я схватил чемоданы за ручки и потащил их по ухабистой дороге. Они были очень тяжелыми, и мне приходилось часто останавливаться, чтобы передохнуть и перехватить их поудобнее. Асфальта здесь, кажется, никогда и не было, только утоптанная земля с глубокими колеями от тракторов. Наконец, когда уже начало темнеть, впереди показался знакомый силуэт. Старая раскидистая липа, под которой дедушка когда-то поставил скамейку, а за ней мой дом. Я остановился у покосившейся калитки и посмотрел на свое новое жилище в тусклом свете далекого уличного фонаря. Дом выглядел гораздо хуже, чем в моих детских воспоминаниях. Он был серым, с потемневшими от времени и дождей деревянными стенами и проржавевшей крышей. Ставни на окнах висели криво, некоторые держались лишь на одной петле. Крыльцо заметно прогнулось посередине, и ступать на него было откровенно страшно. Во дворе выросли лопухи и крапива выше человеческого роста. Старый забор держался скорее по привычке, чем благодаря какой-то крепости. И теперь это был мой дом. Единственное место на всей земле, которое я мог назвать своим. Последнее, что у меня осталось. Я достал из кармана тяжелые железные ключи и с трудом открыл калитку. Она была ржавой, и ее петли жалобно заскрипели в ночной тишине. Дорожку к крыльцу пришлось прокладывать, продираясь через густые заросли бурьяна и крапивы, которая больно жалила руки через тонкую ткань брюк. Я добрался до входной двери и вставил большой ключ в старый замок. Он поддавался не сразу, пришлось повозиться. Несколько раз покрутить ключ и с силой нажать на дверь. Наконец замок со щелчком поддался, и дверь медленно, с протяжным, жалобным скрипом открылась. Я переступил порог и нащупал на стене выключатель. К моему огромному удивлению, свет включился, значит, электричество не отключали. Я огляделся и замер в полном, абсолютном изумлении от увиденного. Внутри дом был совершенно не похож на то, что я ожидал здесь увидеть. Вместо пыли, паутины и запустения меня встретила почти кристальная чистота. Деревянные полы блестели, мебель была аккуратно расставлена по своим местам. На окнах висели свежевыстиранные занавески, словно кто-то регулярно убирался здесь, несмотря на то, что дедушка умер уже полгода назад. Я медленно шагнул в центр комнаты, оставив чемоданы у двери. Воздух в доме пах не затхлостью и сыростью, а чем-то свежим, возможно, лавандой или полынью. На полированном обеденном столе не было ни единой пылинки. На подоконниках стояли горшки с живыми цветами, которые, очевидно, кто-то регулярно поливал. «Как странно», – прошептал я, оглядываясь по сторонам с растущим недоумением.
Я медленно прошел в гостиную, которую смутно припоминал из детства. Здесь стоял большой дубовый стол, несколько стульев с резными спинками и старинный буфет, за стеклянными дверцами которого виднелась посуда. Все это создавало атмосферу покоя и уюта, что казалось совершенно невероятным для дома, который столько времени стоял заброшенным. В уютном уголке комнаты примостился потертый, но аккуратно ухоженный диван темно-зеленого оттенка, на котором лежали несколько вышитых подушек. Именно на этом диване я когда-то засыпал, слушая тихий голос дедушки, рассказывавшего истории о войне и своей послевоенной жизни. Я подошел к окну и осторожно раздвинул чистые занавески. За стеклом царила глубокая непроглядная деревенская темнота, которую лишь изредка прорезал желтый свет далекого уличного фонаря. В доме стояла необычайная тишина, которая постепенно начала успокаивать мои взбудораженные нервы. Здесь не было привычного городского шума, гудения машин или криков соседей за стеной. Только тихое тиканье старинных часов на стене и едва уловимый шорох ветра в листьях деревьев за окном. Я направился на кухню и снова включил свет. Здесь все было на своих местах. На плите стояла начищенная до блеска посуда, а в шкафчиках были аккуратно расставлены банки с крупами и консервами. Я снова открыл холодильник, все еще не веря своим глазам. Внутри действительно оказались свежие продукты – молоко, хлеб, масло. Этого не может быть. Пробормотал я, внимательно изучая срок годности на пакете с молоком. Его купили всего лишь вчера. Вернувшись в гостиную, я опустился на диван. Мягкие подушки приняли мое уставшее тело, и я впервые за последние 2 дня ощутил что-то, отдаленно напоминающее покой. Дом встретил меня не холодом и равнодушием, а каким-то необычным теплом, словно он действительно ждал моего возвращения. Я закрыл глаза и попытался вспомнить, каким был этот дом в моем детстве. Тогда он казался мне огромным и полным неразгаданных тайн. Дедушка водил меня по комнатам, показывал старые фотографии и рассказывал истории о своих предках. В доме было множество укромных мест, где можно было спрятаться и погрузиться в свои детские мечты. Здесь всегда витал особенный, ни на что не похожий запах – смеси древесины, ветхих книг и дедушкиного табака. Теперь аромат табака исчез, но запахи дерева и старых книг продолжали наполнять воздух своим неповторимым, ностальгическим благоуханием. Я подошел к книжному шкафу, который стоял у дальней стены. За его стеклянными дверцами виднелись ровные шеренги потрепанных томов. Многие из них были мне незнакомы, однако часть книг я запомнил с детства. Дедушка часто читал мне их вслух перед сном. Я открыл дверцу и вытащил один из томов. Это была книга с русскими народными сказками в узнаваемом голубом переплете, украшенном золотыми буквами. Открыв книгу на случайной странице, я заметил на полях пометки, сделанные аккуратным карандашным почерком деда. Для Лешеньки, про Ивана Царевича, было выведено рядом с одной из историй, которую я любил больше всего. Внезапно к глазам подступили слезы. Дедушка помнил, какие сказки мне нравились. Даже при моих редких визитах он хранил в памяти своего маленького внука, который всегда был более тихим и незаметным, чем его старшая сестра. Я бережно вернул книгу на место и продолжил осмотр дома. В спальне стояла большая деревянная кровать, застеленная чистым, свежим постельным бельем. На прикроватной тумбочке покоились дедушкины очки в старой оправе и его будильник, который все еще исправно тикал. Казалось, что дедушка просто вышел на минуту и вот-вот вернется. В углу комнаты стоял антикварный комод с множеством маленьких ящиков. Я вспомнил, как в детстве дедушка доставал оттуда для меня самые разные сокровища: старинные монеты, засушенные цветы и пожелтевшие письма в конвертах. Мне тогда казалось, что этот комод обладает каким-то магическим свойством, и в нем можно найти любую нужную вещь. Я медленно подошел к нему и осторожно потянул за одну из бронзовых ручек. Ящик легко и без единого скрипа выехал вперед.
Внутри аккуратно лежали свернутые стопкой носовые платки, старинные запонки и часы на цепочке. Все выглядело настолько опрятно, словно кто-то совсем недавно наводил здесь порядок, внимательно перебирая предметы из прошлого. В следующем ящике я обнаружил стопки старых черно-белых фотографий. На меня смотрели лица из прошлого. Вот дедушка в молодости, совсем еще юноша в военной форме. Вот его родители, мои прадед и прабабушка. А вот какие-то незнакомые мне люди в старомодной одежде. А на самом дне, под этими картонными призраками, будто настоящее сокровище, лежали цветные снимки более позднего времени. Я узнал на них себя, маленького мальчика с вечно растрепанными волосами, который стоит рядом с высоким дедушкой на фоне этого самого дома. Вот на одном снимке мы сидим вместе на крыльце, и дед читает мне какую-то книгу, а я внимательно слушаю, подперев щеку кулаком. На другом мы держимся за руки, идя по лесной тропинке. А вот на третьем я, насупив брови, серьезно помогаю дедушке в огороде, копая грядку своей маленькой детской лопаткой. Я был настолько сосредоточен, словно выполнял важнейшую в мире миссию. Я совсем забыл. С легкой грустью прошептал я, бережно разглядывая фотографии. Я ведь так любил приезжать сюда в детстве. Почему же потом перестал? Я вспомнил, что Елена постоянно находила поводы не ехать к дедушке. То у нее были планы с подругами, то подготовка к экзаменам, то еще что-то, казавшееся ей невыносимо важным. Родители никогда ее не упрекали, считая, что старшая дочь уже достаточно взрослая и сама вправе решать, как проводить каникулы. А я, не желая показаться назойливым, тоже со временем перестал просить о поездках. А дедушка никогда не жаловался. Он звонил по праздникам, интересовался нашими делами и всегда говорил, что просто рад услышать родные голоса. Но теперь, вспоминая его голос, я понимал, что в нем порой звучала легкая, еле уловимая грусть. Тогда я не замечал этого, но сейчас это воспоминание отозвалось в душе горьким уколом совести. Я аккуратно сложил фотографии обратно и закрыл ящик. В доме постепенно сгущалась ночная тишина. Я ощутил, как наваливается усталость. День выдался невероятно трудным, в него вместилось слишком много событий. Мне отчаянно хотелось просто лечь и забыться сном хотя бы на несколько часов, не думая о своей разрушенной жизни. Я вернулся в гостиную за чемоданами и перетащил их в спальню. Оттуда я достал пижаму и туалетные принадлежности. Когда я заглянул в ванную, меня ждал очередной сюрприз. Там все было в идеальном порядке. На крючке висело чистое полотенце, на полочке лежало мыло, а также абсолютно новая зубная паста и щетка в запечатанной упаковке. Теперь у меня не осталось сомнений. Кто-то совершенно точно готовился к моему приезду. Но кто? И откуда этот человек мог знать, что я приеду именно сегодня? После умывания я переоделся и лег в кровать, которая когда-то принадлежала дедушке. Постель пахла свежестью и каким-то успокаивающим травянистым ароматом. Матрас оказался на удивление удобным, а подушка мягкой. Я лежал в темноте, прислушиваясь к ночным звукам деревни. Где-то далеко было слышно уханье совы, за окном тихо шуршали листья, а под самым окном, кажется, тихо мурлыкала кошка. Впервые за долгие месяцы я почувствовал себя в полной безопасности. Здесь не было Марины с ее вечными упреками и раздражением, не было Лены с ее снисходительными, уничижительными взглядами, не было коллег, которые недооценивали мой труд. Вокруг была лишь тишина, покой и странное, почти мистическое ощущение, что этот старый дом принимает меня как своего. «Дедушка», – прошептал я в темноту, – «если ты меня слышишь, спасибо. Спасибо за то, что оставил мне этот дом. Я не знаю, что с ним делать дальше, но сейчас это единственное место, где я могу быть собой». Засыпая, я размышлял о предстоящем дне. Мне предстояло разобраться с множеством практических дел, оформить бумаги на дом, решить, стоит ли остаться здесь
или попытаться продать этот участок. Нужно было позвонить на работу и как-то объяснить сложившуюся ситуацию, а также придумать, как устроить свою новую поломанную жизнь. Но все это казалось далеким и не слишком важным. Главное было то, что я нашел приют. Место, где можно было перевести дух, остановиться и понять, что делать дальше. Дом дедушки принял меня словно старый верный друг. И впервые за очень долгое время я не ощущал себя одиноким. Засыпая, я вспомнил слова деда о том, что я особенный. Раньше эти слова казались мне просто проявлением его стариковской любви к внуку. А сейчас я подумал, может, дедушка действительно видел во мне нечто, чего не замечали другие? Возможно, он оставил мне этот дом не просто так. Он знал зачем. Я пообещал себе. Завтра я обязательно во всем разберусь. С этой обнадеживающей мыслью я погрузился в глубокий и спокойный сон, какого у меня не было уже очень давно. Проснулся я под громкое пение птиц. За окном уже вовсю светило утреннее солнце, и мир казался совершенно иным, не таким мрачным и безнадежным, как это было вчера. Я сладко потянулся в кровати и впервые за несколько месяцев почувствовал, что по-настоящему выспался. В городской квартире меня постоянно будили звуки проезжающих машин, голоса соседей за стеной или шум строительных работ под окном. А здесь царила такая благословенная тишина, что было слышно только пение птиц и нежное шуршание листьев. Я поднялся и подошел к окну. Утром деревня предстала передо мной во всей своей скромной, нетронутой красоте. Она выглядела совсем не так уныло, как накануне вечером. Солнце золотило вершины старых деревьев, а в чистом воздухе где-то вдалеке слышалось мычание коровы. За покосившимся забором угадывался заросший сад, в котором я разглядел старые яблони, груши и густые кусты смородины. Все было покрыто высокой травой, но даже сквозь эти заросли можно было заметить следы аккуратных дорожек и грядок. Дедушка наверняка много трудился здесь, подумал я. А теперь все пришло в запустение. Я быстро привел себя в порядок, переоделся и спустился на кухню. В холодильнике, как и вчера, обнаружились свежие продукты. Кто-то явно и основательно позаботился о моем приезде. Я сварил себе кофе, поджарил яичницу и устроился завтракать у окна, наслаждаясь видом на старый сад. Во время завтрака мои мысли постоянно возвращались к главному вопросу. Кто мог наводить порядок в доме и закупать продукты? Возможно, дедушка попросил кого-то из соседей присматривать за домом. Но кто мог выполнять такие обязанности в таком удаленном, почти вымершем месте? После завтрака я решил более внимательно осмотреть весь дом при дневном свете. Вчера я был слишком уставшим, чтобы обращать внимание на детали. Я начал с гостиной, тщательно рассматривая мебель, картины на стенах и разные безделушки на полках. Со стен на меня смотрели старые фотографии в рамках. Дедушка в молодости, его родители, какие-то дальние родственники, которых я совсем не помнил. Мое внимание привлекла одна фотография. На ней был запечатлен этот же самый дом, но много-много лет назад. Он выглядел новым и ухоженным, а вокруг был разбит красивый сад с цветниками и ровными дорожками. Рядом с домом стояли нарядно одетые люди, наверное, семья дедушки. «Какой прекрасный был дом», – тихо пробормотал я. «И какой чудесный сад». Я продолжил осмотр. В буфете стояла старинная посуда. Тарелки с изящной ручной росписью, хрустальные бокалы, потемневшие от времени серебряные ложки. Все выглядело очень аккуратно и блестело от чистоты. Я заглянул в ящики комода, где лежали давно забытые документы и письма, бумаги, которые дед так бережно хранил. Я снова подошел к дивану и остановился. В нем было что-то неуловимо неправильное. Диван стоял не совсем обычно, не параллельно стене, а был чуть-чуть наклонен. Казалось, его совсем недавно сдвигали с места, а потом поставили обратно, но не совсем ровно. Подойдя ближе, я заметил, что одна из вышитых подушек лежит иначе, чем остальные.
Аккуратно приподняв ее, я ахнул. Под подушкой лежал чистый белый конверт. Знакомым, родным почерком дедушки на нем было выведено «Моему любимому внуку Лешеньке». Сердце у меня забилось быстрее. Я взял конверт в дрожащие руки. Он был запечатан старой сургучной печатью, что доказывало, он лежал здесь давно. С большой осторожностью я вскрыл конверт и достал из него лист бумаги, сложенный вчетверо. Почерк был действительно дедушкин, аккуратный, с характерными, чуть старомодными завитушками. Я развернул письмо и начал читать. «Дорогой мой Лешенька», – читал я, узнавая каждую букву, каждую завитушку родного почерка. «Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет, а ты приехал в наш дом. Я знал, что приедешь именно ты, а не Лена, потому что ты всегда был особенным. И я это видел. Наверное, ты сейчас удивляешься, почему я оставил тебе этот старый дом, а Елене квартиру. Возможно, тебе кажется, что я поступил с тобой несправедливо. Но поверь, внук, я оставил тебе гораздо больше, чем просто жилье. Помнишь, как в детстве ты все время спрашивал меня о сокровищах? Ты всегда мечтал отыскать тайные клады, зарытые пиратами или разбойниками. Я тогда смеялся и говорил, что клады – это всего лишь легенды. Но я обманул тебя, дорогой. Сокровища действительно существуют, и одно из них ждет именно тебя. Я остановился и перечитал последние строки. Сердце забилось так сильно, что казалось, его удары можно было услышать в тишине комнаты. Дедушка писал о настоящем сокровище. Это не могло быть правдой. Я продолжил читать. «Всю свою жизнь я собирал вещи, которые теперь оставляю тебе. Собирал, копил и прятал ото всех. Даже твоя бабушка, царство ей небесное, не знала всей правды. Я работал не только трактористом и машинистом. У меня было еще одно дело, о котором никто не догадывался. После войны многие семьи покидали деревни и уезжали в города, продавая или просто оставляя дома со всем имуществом. Я скупал у них за копейки ценные вещи, старинные украшения, монеты, изделия из драгоценных металлов. Тогда никто не осознавал их настоящую цену. Потом я иногда продавал эти вещи в городе, представляясь коллекционером и антикваром, но самое драгоценное всегда оставлял себе. Золотые украшения, старинные монеты, драгоценные камни. Я спрятал все это для тебя, потому что знал, что ты единственный в нашей семье поймешь, что истинные сокровища – это не деньги, а память, история и связь с предками. Мой клад спрятан во дворе под старой яблоней, той самой, под которой мы с тобой сидели. И я рассказывал тебе сказки. Копай на глубину около 1 метра, в 1,5 метрах от ствола, в сторону дома. Там ты найдешь металлический ящик. Леша, это сокровище, твое настоящее наследие, то, что поможет тебе начать новую страницу, обрести свободу и воплотить свои заветные желания. Однако не забывай, что богатство должно способствовать развитию личности, а не разрушать ее. Не становись похожим на Елену, для которой деньги важнее родных и близких. Я люблю тебя, мой дорогой внук. И верю, ты простишь старика за этот небольшой обман. Твой дедушка Николай». Я дочитал письмо до конца и еще долго сидел неподвижно, держа листок в руках. Клад. Настоящий клад, зарытый прямо здесь, в саду. Мой дед, тихий и скромный труженик, всю жизнь тайно собирал сокровища и спрятал их для меня. «Не может быть, это какая-то шутка», – прошептал я, но почерк был подлинным. Старая бумага, детали в письме, которые не мог знать никто другой. Дед действительно помнил наши детские беседы о кладах. И яблоня, та самая яблоня. Я встал и подошел к окну. За домом действительно стояла старая раскидистая яблоня, самая крупная во всем саду. Под ее ветвями виднелась старая, вросшая в землю скамейка, на которой когда-то я, затаив дыхание, слушал рассказы дедушки.
1,5 метра от ствола в сторону дома. Глубина 1 метр. Мысленно повторил я слова из письма. Руки дрожали от волнения. А что, если это правда? Что, если дедушка действительно оставил мне настоящее сокровище? Но даже если так, где мне найти лопату? И что скажут соседи, если вдруг увидят, как я средь бела дня рою яму в собственном саду? Я вышел на крыльцо и осмотрелся. Ближайшие дома почти не были видны. Они находились довольно далеко, а большинство из них, судя по всему, стояли пустыми. Единственным признаком жизни был тонкий столбик дыма, поднимающийся из трубы дома на расстоянии примерно 200 метров. Но оттуда мой двор точно не просматривался. Обойдя дом, я заметил покосившийся сарай. Дверь жалобно заскрипела, но все же открылась. Внутри, в полумраке, я разглядел аккуратно составленные садовые инструменты – лопаты, грабли и тяпки. Все выглядело старым, покрытым слоем пыли, но вполне пригодным к использованию. Я выбрал лопату покрепче и направился к яблоне. Подойдя к дереву, я еще раз внимательно перечитал записку. От ствола в сторону дома примерно 1,5 метра. Я отмерил нужное расстояние широкими шагами, остановился и с силой воткнул лопату во влажную, податливую землю. Почва оказалась на удивление рыхлой и мягкой. Было заметно, что здесь когда-то находилась клумба или грядка. Я начал копать, стараясь сделать это как можно осторожнее, чтобы не повредить то, что могло находиться внутри. Работа шла медленно. Я, человек, не привыкший к такому тяжелому физическому труду, быстро устал. Руки и спина начали болеть. Но я упрямо продолжал рыть яму, подгоняемый азартом и надеждой. Яма становилась все глубже, но никаких признаков сокровищ не появлялось. В голову начали закрадываться сомнения. Может, дедушка ошибся в своих указаниях? Или это я неправильно отмерил расстояние? Я выбрался из ямы и попробовал копать сначала чуть левее, а затем немного правее. Но во всех местах грунт был одинаковый. Обыкновенная садовая земля с корнями растений и мелкими камешками. Прошел час, потом еще 2. Я весь взмок, на руках появились болезненные мозоли. Я чувствовал сильную усталость, но отступать не собирался. Дедушка всегда был честным человеком, и если он написал о тайнике, значит, там должно было быть что-то ценное. И внезапно лопата с глухим стуком ударилась о какой-то твердый предмет. Я замер на месте, а потом, отбросив лопату в сторону, стал аккуратно разгребать землю руками. Под пальцами я нащупал холодную металлическую поверхность. «Вот он!» – воскликнул я и принялся копать с новой удвоенной силой. Спустя несколько минут мне удалось полностью освободить из земли небольшой металлический ящик. Он был около 40 сантиметров в длину, очень тяжелым и на ощупь полным. Крышка была плотно закреплена, но, кажется, не заперта на замок. Я аккуратно вынул ящик из ямы и поставил его на траву. Сердце билось так быстро и громко, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Я медленно, с замиранием сердца, потянул крышку на себя. Крышка поддалась, и я, затаив дыхание, заглянул внутрь. От увиденного я застыл в изумлении. Внутри на подкладке из темного бархата лежало золото. Множество украшений, монет и небольших слитков. Под лучами дневного солнца драгоценный металл сиял и переливался всеми оттенками желтого. Я никогда в жизни не видел столько золота сразу. Я бережно дрожащими пальцами взял одно из украшений. Крупное, массивное золотое колье с большими, тускло мерцающими драгоценными камнями. Оно было тяжелым и холодным на ощупь, и я не сомневался, что оно настоящее. Затем я зачерпнул горсть старинных монет с непонятными мне надписями и рисунками. Некоторые из них выглядели очень древними. В ящике также лежали золотые кольца, браслеты, серьги и подвески. Все было аккуратно завернуто в мягкую ткань, чтобы избежать царапин и повреждений. Было очевидно, что Дед Морозов долго и с большой любовью и вниманием собирал эту коллекцию. Я сидел на траве рядом с этим несметным богатством и не мог поверить своим глазам.
Я действительно нашел клад. Настоящий, как во волшебных сказках, которые дед читал мне в детстве. И теперь все это богатство принадлежало мне. «Сколько же это может стоить?» – прошептал я, перебирая украшения. 1-2 миллиона. А может и все 10? Я пытался прикинуть. Золота здесь было на вес 2 килограмма, а то и 3. А ведь была еще и антикварная ценность многих изделий и драгоценные камни. «Это целое состояние», – произнес я вслух, и собственный голос показался мне чужим. «Я богат. Я по-настоящему богат». Осознание приходило медленно, волнами. Сначала был шок от находки, потом изумление и детская безудержная радость, а затем мой разум постепенно начал наполняться пониманием того, что это значит. Это означало свободу. Теперь я больше ни от кого не зависел, и в первую очередь от Марины. Мне больше не нужно было терпеть унижение, не нужно было искать съемное жилье. Я мог купить себе любую квартиру, какую только захочу. Передо мной открывалась возможность путешествовать, учиться, заниматься тем, что действительно приносит мне радость. Я мог теперь помогать тем, кто в этом нуждается, и жить так, как я всегда мечтал, но боялся даже себе в этом признаться. «Дедушка», – тихо произнес я, глядя в синее небо, – «спасибо. Спасибо за то, что верил в меня. Спасибо за это сокровище, которое ты мне оставил». Я аккуратно положил украшение обратно в ящик и закрыл крышку. Клад нужно было надежно спрятать в доме, пока я не решу, что с ним делать дальше. Нужно было найти эксперта, чтобы узнать его точную цену, правильно оформить все документы с учетом законов и, самое главное, свыкнуться с мыслью, что моя жизнь изменилась навсегда. Еще вчера я был брошенным мужем, неудачником, которому не принадлежало ничего, кроме старого дома в деревне. Сегодня же я стал обладателем настоящего состояния. Подняв тяжелый ящик, я понес его в дом. В прихожей я на минуту задумался, где лучше скрыть сокровище, и в итоге решил спрятать его в спальне, на нижней полке платяного шкафа, за старой Одждой. Усевшись на кровати, я достал телефон. На экране горело несколько пропущенных звонков с неизвестного номера и одно сообщение от Марины. «Когда заберешь остальные вещи?» Я усмехнулся. Еще вчера это сообщение вогнало бы меня в тоску, заставило бы мучиться чувством вины и собственной никчемности. А сейчас оно казалось просто смешным и нелепым. Марина даже не подозревала, как сильно изменилась моя жизнь и кем я теперь стал. Я не стал отвечать на ее СМС. Вместо этого я позвонил на работу и сообщил своему начальнику, что беру отпуск без содержания на неопределенный срок. Он удивился, но спорить не стал. Я всегда был ответственным сотрудником и имел право на отдых. Затем я подключился к мобильному интернету и начал изучать информацию об оценке старинных украшений. Я нашел несколько компаний в областном центре, которые специализировались на таких услугах. Я записал их контакты, чтобы связаться с ними на следующий день. День пролетел как в тумане. Я то и дело подходил к шкафу и, отодвинув одежду, проверял, на месте ли ящик. Мне все еще казалось, что это какой-то невероятный, слишком правдоподобный сон, и я боялся, что вот-вот проснусь, и все исчезнет. Вечером я снова достал и перечитал письмо деда. Особенно меня тронули его слова о том, что богатство должно делать человека лучше, а не хуже. Дедушка был мудрым человеком и понимал, что деньги – это не самоцель, а лишь средство для достижения настоящих важных жизненных целей. «Я не стану таким, как Лена», – твердо пообещал я пустоте комнаты. «Я не забуду, откуда пришло это богатство и кто мне его оставил. Я буду достоин твоего доверия, дед». Ночь прошла, на удивление, спокойно. Я крепко спал и видел добрые сны. Во сне ко мне пришел дедушка. Он улыбался и говорил, что очень гордится мной и верит, что я его не подведу. На следующее утро я проснулся с ясной головой и четким планом действий. Сначала нужно было оценить клад, потом решить, что делать дальше.
Продать все сразу или по частям, как лучше оформить документы и какие налоги придется заплатить. Я позвонил в одну из компаний по оценке антиквариата. Специалист, выслушав меня, согласился приехать в Сосновку уже на следующий день. Я предупредил, что коллекция достаточно обширная и, по всей видимости, ценная, поэтому мне необходим опытный специалист. «Завтра все станет понятно», – подумал я, вешая трубку. «Завтра я узнаю настоящую цену своего нового будущего. А пока, в ожидании эксперта, я решил заняться благоустройством дома и сада. Теперь, когда у меня появились средства, я мог превратить это место в настоящий семейный очаг, каким оно, судя по старым фотографиям, когда-то и было. Я понял, что дед не просто оставил мне клад, он подарил мне шанс начать жизнь с чистого листа, и я был полон решимости не упустить эту уникальную возможность. На следующее утро, ровно в 10 часов, возле моего дома остановилась дорогая иномарка. Из нее вышел мужчина средних лет в строгом деловом костюме с портфелем в руке. Это был Сергей Владимирович Козлов, эксперт-оценщик антиквариата из областного центра. Подойдя к калитке, он вежливо поздоровался. «Алексей Викторович, мы договаривались на оценку вашей коллекции». Я кивнул и пригласил его войти. Сергей Владимирович внимательно осмотрел интерьер, с интересом отметил старинную мебель и удовлетворенно кивнул. «Хорошо сохранилось. Видно, что за вещами ухаживали». Затем он спросил, где находится коллекция, которую предстоит оценить. Я проводил его в спальню, достал из шкафа тяжелый металлический ящик, поставил его на стол и открыл крышку. Сергей Владимирович издал тихий звук удивления. «Боже мой! «Откуда в такой деревне такая коллекция?» – спросил он, не скрывая изумления. «Это наследство от моего дедушки», – ответил я. «Он собирал эти вещи всю свою жизнь». Надев тонкие белые перчатки, эксперт аккуратно стал извлекать из ящика украшения одно за другим, внимательно осматривая каждое через большую лупу и проверяя пробу. Он молча и сосредоточенно взвешивал предметы на маленьких электронных весах, лишь иногда делая какие-то пометки в своем блокноте. Это действительно очень редкая коллекция, здесь представлены изделия из совершенно разных исторических эпох. Наконец произнес он, прервав молчание. Вот это колье, например, относится к 15 веку. Это ручная работа. А эти монеты, некоторые из них просто уникальны. Особенно вот эти византийские экземпляры. Я слушал его с затаенным дыханием, и с каждой фразой специалиста мое волнение только возрастало. А какая примерная стоимость всего этого? Не выдержав, спросил я. Сергей Владимирович отложил лупу и серьезно посмотрел на меня. Точную сумму я смогу назвать только после подробного анализа в лаборатории, но предварительно могу сказать вот что. Здесь золото больше 3 килограммов, плюс драгоценные камни, изумруды, рубины, сапфиры. И кроме того, антикварная ценность некоторых предметов чрезвычайно велика. Он сделал паузу. Примерно, как я и предполагаю, это не меньше 15 миллионов рублей, а возможно и гораздо больше. Некоторые изделия – подлинные уникаты. Их стоимость на аукционе может быть очень высокой. Я почувствовал легкое головокружение. 15 миллионов. Эта сумма превосходила все, даже самые смелые мои ожидания. На эти деньги можно было приобрести несколько квартир в центре города, хороший дом и автомобиль и обеспечить себе безбедное существование на всю оставшуюся жизнь. «Вы собираетесь продавать коллекцию?» – спросил эксперт. «Наша компания сотрудничает с серьезными покупателями. Мы можем устроить аукцион или найти частных коллекционеров». Я покачал головой. «Пока не готов. Мне нужно время, чтобы все обдумать». «Понимаю», – кивнул Сергей Владимирович. «Но хочу вас предупредить. Такие коллекции лучше не держать дома. Они слишком ценны. Я бы настоятельно рекомендовал вам оформить банковскую ячейку или воспользоваться услугами специального хранилища».
Эксперт оставил мне свои контакты и документы с предварительным заключением. Когда он уехал, я еще долго сидел один на кухне, пил чай и пытался осмыслить произошедшее. У меня было 15 миллионов рублей. Я был не просто обеспеченным, а по-настоящему состоятельным человеком, но почему-то не испытывал особой радости. Напротив, в душе возникло какое-то беспокойство. Большие деньги всегда влекут за собой большую ответственность. Дедушка не раз говорил мне, что богатство должно улучшать человека, а не портить его. «Что же я со всем этим сделаю?» – спросил я вслух у пустой комнаты. Первой моей мыслью было восстановить этот дом и сад, вернуть им ту красоту, какой они обладали когда-то. Я был уверен, что Дед Морозов был бы счастлив увидеть свой дом обновленным и ухоженным. Во-вторых, я решил, что обязательно должен помочь тем, кто в этом нуждается. В деревне наверняка есть пожилые люди, которым тяжело справляться с бытом, с покупками и мелким ремонтом. Можно было бы наладить для них доставку продуктов и лекарств, помочь с починкой домов. Что касается моей личной жизни, я твердо решил не возвращаться в город. Здесь, в Сосновке, я чувствовал такое спокойствие и умиротворение, которых никогда не испытывал в шумной городской суете. «Возможно, я останусь здесь навсегда», – размышлял я. В этот момент на столе зазвонил телефон. На экране высветился номер Марины. Я колебался, стоит ли отвечать, но в итоге любопытство взяло верх. «Лёша, привет!» – прозвучал в трубке до боли знакомый голос. «Как твои дела? Как тебе жизнь в деревне?» – спросила она приторно-сладким тоном. Я ответил коротко. «Нормально. Слушай, я тут подумала, может, мы слишком поспешили с разводом? Может, стоит все перепроверить и обдумать еще раз?» Я был ошеломлен. Еще несколько дней назад она требовала, чтобы я немедленно съехал из квартиры, а теперь вдруг предлагает помириться. «С чего это вдруг такие перемены?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Да так. Я поняла, что была не права. Накричала на тебя, повела себя грубо. Ты же не виноват в том, как дедушка распорядился наследством. Кроме того, дом в деревне – это вовсе не худший вариант. Можно будет организовать там дачу и отдыхать летом». Я усмехнулся про себя, поняв, что она явно что-то задумала. «Марин, а где Елена?» – спросил я прямо. «Какая Елена?» «Мы просто общались, не более того», – поспешно ответила она. «Ты же знаешь, я всегда любила только тебя. Просто была зла из-за этого дурацкого наследства». «Врет и даже не краснеет», – подумал я, но решил подыграть ей. «И что ты предлагаешь? Вернуться домой? Забудем прошлое и начнем все заново? А дом можно будет сдавать дачникам, хоть какой-то доход будет». «Марин, а ты случайно не разговаривала с Леной? Не она ли тебе рассказывала про дачников?» В трубке на несколько секунд повисла пауза. Затем она неуверенно произнесла: «Ну, возможно, мы что-то и обсуждали, но это не главное. Главный вопрос – мы же можем снова быть вместе». Тут я все окончательно понял. Наверное, Лена разузнала что-то о доме или о земельном участке. Может быть, выяснила, что земля в этом районе скоро подорожает, или появились какие-то планы по развитию этой территории. И теперь они с Мариной решили вернуть меня, чтобы получить контроль над моей недвижимостью. «Михаил, а если я не захочу возвращаться?» – спросил я, уже зная, каким будет ответ. «Не говори глупостей», – предсказуемо ответила она. «Что ты будешь делать в этой деревне один? Там нет ни работы, ни магазинов, ни какой-либо цивилизации. Ты же привык к жизни в городе». «А может, и не привык? Может, мне здесь даже нравится?» – спокойно ответил я. «Лёша, будь разумным». В ее голосе появились менторские нотки. «Какая жизнь в такой глуши? Ты образованный человек, у тебя есть профессия, которую ты считаешь никчемной», – закончил я за нее. «Я ошибалась», – поспешно сказала она. «Работа в архиве – это очень почетно.
И потом... Мы сможем завести детей, переехать в квартиру получше. Я слушал ее и поражался тому, как раньше не замечал этого чудовищного лицемерия в ее словах. Каждое ее высказывание звучало фальшиво и наигранно. Марина пыталась вернуть меня не из-за любви, а исключительно ради собственной выгоды. «Это уже знакомая песня, Марин», – спокойно произнес я. «Я обдумаю твое предложение, но ничего обещать не стану». «Хорошо, только не тяни с решением, я по тебе очень скучаю», – проворковала она в трубку. После этого разговора я долго смеялся. «Марина скучает». Человек, который выгнал меня из дома, назвав неудачником, теперь вдруг скучает и предлагает завести детей. На следующий день, как я и ожидал, зазвонил телефон. На экране высветился номер Лены. Я был готов к этому разговору. «Лёша, привет!» Голос сестры звучал неестественно сладко. «Как твои дела? Как ты устроился в своей деревне?» «Нормально? А у тебя как дела с квартирой?» – ответил я. «Отлично», – бодро отозвалась она. «Но я звоню не поэтому. Мне тут Марина рассказала, что вы, кажется, помирились. Я очень за вас рада». «Лгунья», – подумал я, но вслух ответил, «еще не помирились. Просто обсуждаем такую возможность. Лёша, я понимаю, что ты, наверное, злишься на меня из-за Марины. Но поверь, между нами ничего серьезного не было, просто дружеское общение. Она сама говорит, что любит только тебя. Зачем ты на самом деле звонишь, Лена?» Прервал я ее. «Я хочу помочь», – воскликнула она. «Я тут по своим каналам узнала про твой район. Там собираются строить большой коттеджный поселок. Участки в этом месте скоро будут стоить очень дорого. Твоя земля в будущем может подорожать в несколько раз». «Вот оно что», – подумал я. «Значит, я был прав». «Так что теперь?» – спросил я. «Давай я возьмусь за продажу», – деловито предложила она. «У меня есть связи в агентствах недвижимости. Мы найдем подходящего покупателя и продадим участок по максимальной цене. А выручку разделим пополам. Тебе половина за землю, мне половина за мою работу». Я чуть не рассмеялся в голос. Лена предлагала мне получить половину от цены моего же собственного участка и, видимо, считала это верхом щедрости. «А если я не захочу продавать?» – спросил я. «Не будь наивным», – снисходительно ответила она. «Что ты будешь делать с этим полуразрушенным домом? Живи в городе, купи себе нормальную квартиру на вырученные деньги». «Лена, а ты случайно не обсуждала все это с Мариной?» – поинтересовался я. «Может быть, и упоминала?» – уклончиво ответила она. «Но это же все в твоих интересах. Мы с ней просто хотим тебе помочь». «Понятно», – ответил я. «Вот и хорошо. Только ты не затягивай с решением, пока строительство не началось. Еще можно очень хорошо заработать, а потом цены могут упасть». После разговора с сестрой у меня окончательно сложилась вся картина. Марина и Лена считали меня простачком, которого можно легко обмануть. Они планировали выманить у меня участок, чтобы потом перепродать его и заработать на этом огромные деньги. А я должен был довольствоваться теми крохами, которые они мне оставят. «Как же вы ошибаетесь», – тихо сказал я. Я достал из шкафа ящик с золотом и снова внимательно рассмотрел сокровища моего деда. Каждое украшение было настоящим произведением искусства, каждая монета хранила в себе кусочек истории. Дедушка всю жизнь собирал эту красоту, и теперь она по праву принадлежала мне. «Ни одной вещи отсюда им не продам», – твердо решил я. «Ни украшения, ни дом, ни участок, ничего из этого им не достанется». Через неделю, как я и предполагал, в Сосновку приехала Марина. Я увидел ее машину из окна. Я вышел во двор, чтобы встретить ее. Она выглядела радостной и уверенной в своей победе. «Привет, Лёша!» Она широко улыбнулась и попыталась меня обнять, но я отшатнулся. «Привет. Зачем ты приехала?» – спросил я. «Как зачем?
«За тобой, конечно. Надоело мне без тебя. Собирайся, поедем домой». «А кто сказал, что я согласен?» – ответил я. «Хватит капризничать», – отмахнулась она. «Посмотри, где ты живешь. Какая глушь, дом совсем убогий». Она с отвращением осмотрела двор. «Лена права, тут можно построить что-то очень интересное. Марина, а что, если я скажу, что мне здесь нравится и я хочу остаться?» Она рассмеялась мне в лицо. «Не говори глупостей. Что ты тут будешь делать и, главное, на что ты будешь жить? У тебя же денег нет. Откуда ты знаешь, есть ли у меня деньги или нет? Ты же помнишь, что я работал в архиве и получал всего 20 тысяч в месяц. Какие у меня могут быть деньги? Накопил немного на черный день, но этого надолго не хватит». Я улыбнулся. «А что, если я скажу, что денег у меня теперь гораздо больше, чем ты можешь себе представить? Откуда они у тебя? Ты же получил только этот дом». В ее голосе прозвучало недоумение. «Только дом», — повторил я. Но дедушка оказался гораздо мудрее, чем мы все думали. И я рассказал ей все. Про письмо, про клад, про оценщика. Сначала она не поверила, потом начала нервно смеяться. Но когда поняла, что я говорю совершенно серьезно, ее лицо побледнело. «Сколько? 15 миллионов рублей? А может и больше?» Марина молчала несколько минут, а потом заговорила совершенно другим, вкрадчивым и сладким тоном. «Лёша, дорогой, ты ведь понимаешь, что такие деньги нужно грамотно вложить. Я разбираюсь в бизнесе и могу тебе помочь. Мы можем открыть общее дело». Я перебил ее. «Неделю назад ты называла меня неудачником, который ни на что не способен». «Я была в гневе!» – воскликнула она. «Я не думала, что говорю. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Я помню, как ты выгоняла меня из нашего дома и требовала, чтобы я собирал вещи. Давай забудем все обиды. Начнем жизнь с чистого листа. С такими деньгами для нас возможно все». Я посмотрел на нее с жалостью. «Знаешь, когда-то я действительно тебя любил и считал хорошим человеком. Но теперь я вижу, что ты холодная и корыстная. Неужели ты не понимаешь? Неделю назад я был для тебя неудачником, а теперь, когда ты узнала о деньгах, я снова стал достоин твоей любви». Я покачал головой. «Это не любовь, Марина. Это корысть». Она попыталась что-то возразить, но я не стал ее слушать. «Такой неудачник, как ты, мне теперь не нужен», — сказал я, возвращая ей ее же слова. «Человек, который любит не меня, а мои деньги, который готов бросить меня в трудный момент, а потом вернуться, как ни в чем не бывало, недостоин быть рядом со мной». Я отвернулся и пошел к дому. Она побежала следом, что-то крича, умоляя и даже угрожая. Я не оборачивался, но у самой калитки остановился и сказал: «Марина, уходи от моего дома и больше никогда здесь не появляйся. Развод мы оформим через суд. И поверь, ты еще пожалеешь о своем поступке. Ты один с такими деньгами не справишься, найдутся люди похуже меня», — крикнула она в ответ. «Это будет уже моя проблема», — спокойно ответил я. «А ты уходи». Марина еще немного покричала, но вскоре замолчала. Затем я услышал, как она села в машину и, громко хлопнув дверью, уехала. Я вошел в дом и ощутил огромное облегчение. Наконец-то этот этап моей жизни подошел к концу. Мне больше не нужно было терпеть унижение, оправдываться или чувствовать себя неудачником. Я обрел свободу. Вечером, как и следовало ожидать, позвонила Елена. В ее голосе звучала неприкрытая злоба. «Марина рассказала мне о твоей находке», – начала она без лишних предисловий. «Ты что, считаешь себя очень умным?» «Думаю, я достаточно умен, чтобы не позволить себя обмануть», – спокойно ответил я. «А ты помнишь, кто всю жизнь о тебе заботился? Кто помогал тебе с учебой и с работой?
Я твоя старшая сестра, и я имею полное право на часть наследства дедушки», – заявила она. «Дедушка оставил тебе квартиру, а мне – дом. Каждый получил то, что дед счел нужным. Клад находился на моей земле, а значит, он принадлежит мне», – возразил я. «Но он не знал о кладе. Если бы знал, то разделил бы все поровну. Ты должен поделиться. В конце концов, мы же сестры». Ее голос дрогнул от ярости. Примечание. В оригинале опечатка «сестры». Я сохраняю ее для точности цитирования. «Сестры», – согласился я. «Но помнишь, как ты всегда ко мне относилась? Считала меня неудачником, радовалась, когда мне доставался худший кусок. Это другое дело». «Нет, Лена, это то же самое. Ты всегда получала лучшее и считала это справедливым. А теперь, когда впервые в жизни повезло мне, ты требуешь делиться. Так не бывает. Я подам в суд и докажу, что завещание составлено с нарушениями». «Подавай», – спокойно сказал я. «Но учти, у меня теперь есть деньги на хороших адвокатов». Елена еще немного повозмущалась и в ярости бросила трубку. Я выключил телефон и вышел в сад. Солнце опускалось за деревьями, раскрашивая небо в золотистый и розовый оттенки. Где-то вдали раздавалось пение птиц, а в воздухе стоял густой аромат цветов и свежескошенной травы. «Дед», – произнес я тихим голосом, – «спасибо тебе за все. За дом, за клад, за шанс начать жизнь заново и за то, что научил меня различать настоящих людей и тех, кто лишь притворяется». Я снова достал телефон и набрал номер строительной компании из областного центра. «Здравствуйте, меня зовут Алексей Морозов. Я хотел бы заказать реставрацию старого дома и благоустройство участка. Денег не жалею, но хочу, чтобы все было сделано тщательно и с душой». Прошло полгода. Дом дедушки было не узнать. Его полностью отреставрировали, сохранив старинный стиль, покрасили и отремонтировали крышу. В саду появились новые цветники, были восстановлены дорожки и построена красивая беседка. Дом вернулся к своему прежнему величию, каким он был на старых фотографиях, в свои лучшие времена. Я не вернулся в город. Я остался жить в Сосновке, открыл небольшую библиотеку в одной из комнат дома, помогал пожилым соседям и участвовал в благотворительности. Часть золотых украшений я продал, а часть оставил в качестве семейной реликвии. Марина пробовала через суд отобрать у меня половину имущества, но проиграла дело. Наш развод оформили быстро. Елена тоже подавала несколько исков, но все они остались безрезультатными. Завещание было составлено безукоризненно правильно. Я был счастлив. Я нашел свое место в жизни, осознал свою истинную ценность и обрел полную независимость. Дедушка оказался прав. Я действительно был особенным, просто мне потребовалось время, чтобы это понять. Каждый вечер, сидя в саду под старой яблоней, я мысленно благодарил дедушку за его мудрость, любовь и веру в меня. Оставленный им клад оказался не просто золотом, а бесценным ключом к моей новой, счастливой жизни.